понял. Тогда я и вычеркну удостоверение почитаю. Городишко. То ли русский, то ли еврейский городишко, чуть причепуренный колхозный стиль, как первая прочитанная книжка под лунный прогорающий фитиль. Я сам такой был юный, бесшабашный, заброшенный судьбой наугад. Любовь познал и всяческие шашни, и то, что жизнь действительно театр. Мне было все равно, я так воспитан, не понимал ни суть, ни тайный знак. Я русским был, и добрая пол-литра пугала попадавшихся собак. Но что-то в граде завелось такое, любовь пошла у мной в кривь и в кость. И у приемного бродил покоя старик, бормочущий про Холокост. Все жили так, как вроде и хотели. Забор строил древний городок, душа в его раздваивалась в теле, и даже в нем раздваивался Бог. Религия казалась пережита, в чем убеждали клубы и рано. Не избежал я в юности ошибок, лишь потому, что было все равно. Жив русский только, еврейский городишко, резной, лесной, без вычурности стиль, соседствует холодная кубышка и полный дум пылающий текстиль. Ну и последнее. Творение написано 21 марта 2018 года, только сегодня. Так что, скажем так, премьера стихотворения. Хамы, не вы, мои герои, обуяли верных Богу драмы жуткого расхристанного века. Ну куда ни глянь, повсюду хамы присосались к сердцу человека. Мужики кромешные и бабы, ангела хохочущего в щели. Русские страдают, как арабы, уходя в домашние пещеры. Помню с детства наставления мамы, беспредел до терпящей по полной. Не ходи на улицу, там хамы топчут наши души и иконы. Подменяли несмышленым храмы грязные разнузданные толпы. Жить учили всю деревню хамы под свои гримасы и притопы. Что-то несуразное болтали с будущими рожками сатиры. Так кафтаны русские латали, что сильнее... Так кафтаны русские латали, что сильнее проглядывали дыры. Едут на Канары и Багамы загорать последние пройдохи, золотом увешанные хамы. Новые языческие боги, потому заветы стали мамы. Мне теперь дороже, чем законы. Не ходи на улицу, там хамы топчут наши души и иконы.